Кого коснется декларирования интернет-покупок. Сенаторы еще рассматривают новые поправки в договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Согласно документу, абсолютно все физлица должны будут регистрировать товары, купленные на зарубежных маркетплейсах. Для того, чтобы подробно разобраться в нюансах закона, с нами на связь вышел главный специалист Департамента госдоходов по городу Алматы Мурат Естай. Здравствуйте, Мурат. Скажите, кого коснутся новые изменения и какие в целом товары нужно будет вносить в декларацию? Здравствуйте. Главами государств и членов ЕАЭС 25 декабря 2023 года был подписан протокол о внесении изменений в договор о таможенном кодексе от 11 апреля 2017 года. В данный документ были добавлены новые главы, такие как особенность перемещения, условия перемещения через таможенную границу Союза, товаров электронной торговли. На сегодняшний день приобретаемые физическими лицами товаров в интернет-площадках приравнены к товарам для личного пользования. Соответственно, декларация, не все декларируется. Это касается всех физических лиц, проживающих в Республике Казахстан, которые приобретают на интернет-площадках, так называемых маркетплейсах, товары. При этом декларации может подать как оператор в лице АО «Казпочты», DHL, FedEx, либо другие компании, которые приобретут статус операторов электронной торговли. Может также и сам покупатель подать декларацию. Если будут заполнять декларацию оператора, то необходимо будет оплатить их услуги в размере от 4 до 5 тысяч тенге. Скажите, а какие платежи нужно будет уплачивать казахстанцам за онлайн-покупки? Как я уже говорил ранее, на сегодняшний день товары, приобретаемые на интернет-площадках, приравнены к товарам для личного пользования. И они декларируют, если превышают беспошлинный порог, установленный в размере 200 евро и 31 килограмм. И на них распространяется единый совокупный платеж в размере 15% от стоимости, превышающей 200 евро и 31 килограмм, но не менее 2 евро за 1 килограмм. То при декларировании товаров электронной торговли будут уплачиваться ЕСП, единая ставка таможенной пошлины в размере 5%, и плюс 12% НДС, итого 17% от стоимости, превышающей порог 200 евро. Весовой порог будет отменен. Мурат, скажите, есть ли еще дополнительные изменения? В принципе, правила декларирования остаются такими же, как для товаров обычных, завозимых обычным путем. Но, конечно же, есть особенности, отличия. Сейчас ведется борьба с нелегальным ввозом электронной техники, таких как телефоны, планшеты и так далее. В связи с этим хотелось бы напомнить, указывать в декларациях e-mail-коды в документах, чтобы было легче завтра верифицировать телефоны. Также для этой категории товаров останутся такие же меры таможенного регулирования, как запреты и ограничения. Я хотел бы предостеречь покупателей, чтобы они не заказывали такие товары, которые попадут под запреты и ограничения. Спасибо вам, Мурат, что уделили нам время и разъяснили все нюансы. Ну а я напомню, что изменения вступят в силу после того, как все страны Союза ЕАЭС официально подтвердят свою готовность. Точная дата пока неизвестна.